Здравствуйте! Тема нашего урока – заключение по глубокому обучению. Что такое глубокое обучение? Глубокое обучение – это подраздел машинного обучения, который занимается алгоритмами, основанными на структуре и функциях мозга. Глубокое обучение – это разновидность машинного обучения, которая в свою очередь является частью сферы искусственного интеллекта. Искусственный интеллект – это способность машины имитировать разумное поведение человека. Машинное обучение позволяет системе автоматически обучаться и улучшать свой собственный опыт. Глубокое обучение – это разновидность машинного обучения, которая использует сложные алгоритмы и глубокие нейронные сети для обучения моделей. Применение глубокого обучения. С появлением экономически эффективных вычислительных мощностей и накопителей данных глубокое обучение проникло во все цифровые аспекты нашей повседневной жизни. Вот несколько примеров цифровых продуктов из обычной жизни, в основе которых лежит глубокое обучение. Популярные виртуальные помощники Siri, Alexa, Google Ассистент. Предложение отметить друга на только что загруженной фотографии Facebook. Автономное вождение в автомобилях Tesla. Фильтр с кошачьими мордами в Snapchat. Рекомендации в Amazon и Netflix. Недавно выпущенные, но получившие вирусную популярность приложения для обработки фото FaceApp и Prisma. Возможно, вы уже пользовались приложениями с применением глубокого обучения и просто не знали об этом. Какие задачи глубокое обучение решает сегодня? Глубокое обучение проникло буквально во все отрасли. К примеру, в здравоохранении с его помощью диагностируют онкологию и диабет. В авиации оптимизируют парки воздушных судов. В нефтегазовой индустрии проводят профилактическое техобслуживание оборудования. В банковской и финансовой сферах отслеживают мошеннические действия. В розничной торговле и телекоммуникациях прогнозируют отток клиентов. Глубокое обучение широко используется для прогнозирования погоды в отношении осадков, землетрясений и цунами. Это помогает принять необходимые меры предосторожности. Благодаря глубокому обучению машины могут понимать речь и обеспечивать хорошее качество ее распознавания. Модели глубокого обучения также помогают рекламодателям таргетировать рекламу и назначать ее ставки в реальном времени. Глубокое обучение или машинное обучение. Машинное обучение работает только с наборами структурированных и полуструктурированных данных, в то время как глубокое обучение включает работу и со структурированными, и с неструктурированными данными. Алгоритмы глубокого обучения могут эффективно выполнять сложные операции, а алгоритмы машинного обучения нет. Алгоритмы машинного обучения для извлечения закономерностей используют размеченные наборы данных. При глубоком обучении программа принимает большие объемы данных в качестве входных и анализирует их для извлечения свойств объекта. Производительность алгоритмов машинного обучения снижается по мере увеличения количества данных. Поэтому для поддержания работоспособности модели нам необходимо глубокое обучение. Что такое нейронные сети? Теперь, когда вы знаете, что такое глубокое обучение, где оно применяется и чем отличается от машинного обучения, давайте рассмотрим нейронные сети и их работу. Нейронная сеть – это система, смоделированная на основе человеческого мозга, состоящая из входного слоя, несколько скрытых слоев и выходного слоя. Данные поступают в ход нейронной сети. Далее информация передается на следующий уровень с применением соответствующих весов и смещений. На выходе сети оказывается окончательное значение, предсказанное искусственным нейроном. Каждый нейрон в нейронной сети выполняет следующие операции. Находится произведение каждого входа и веса канала, через который он проходит. Вычисляется сумма взвешенных произведений, которая называется взвешенной суммой. К взвешенной сумме добавляется смещение. Затем окончательная сумма подается на специальную функцию, которая называется функцией активации. Функция потерь. Функция потерь
один из важнейших компонентов нейронной сети. Потери – это разность между полученным результатом нейронной сети и правильным ответом из размеченного набора обучающих данных. Минимизация функций потерь посредством корректировки весов и смещений производится на протяжении всего процесса обучения. Y – это фактическое, то есть правильное значение, а Y шапкой – прогнозируемое значение. Архитектура нейросетей. Допустим, у нас есть следующая сеть. У этой сети есть только один скрытый слой, но у некоторых сетей есть по нескольку скрытых слоев. К примеру, в следующей четырехслойной сети есть два скрытых слоя. Проектирование входных и выходных слоев иногда является простой задачей. К примеру, допустим, мы пытаемся определить, означает ли рукописная цифра 9 или нет. Естественной схемой сети будет кодировать яркость пикселей, изображения во входных нейронах. Если изображение будет черно-белым, размером 64 на 64 пикселя, тогда у нас будет 64 на 64 равно 4096 входных нейронов с яркостью в промежутке от 0 до 1. Выходной слой будет содержать всего один нейрон, чье значение не менее 0,5 будет означать, что на входе была не девятка, а значения более означать будут, что на входе была девятка. Искусственный нейрон – это базовый элемент искусственной нейронной сети, являющийся отдаленным подобием биологического нейрона. Математически искусственный нейрон представляют простой функцией, которая имеет входы. Каждый вход умножается на некие веса. Далее все суммируется и прогоняется через нелинейную функцию, а результат подается на выход. Это inference, то есть так работает обученный искусственный нейрон. Искусственная нейросеть – это способ собрать нейроны в сеть для решения конкретной задачи. Все нейроны собираются по слоям. На входной слой подается входной сигнал, а с выходного слоя снимается результат работы нейросети. Между входным и выходным слоями есть некоторое число скрытых слоев, которые выполняют основные вычислительные операции. Если число скрытых слоев равно единице, то сеть считается неглубокой, если больше – глубокой. Другая задача – обучить нейрон. Обучение заключается в нахождении правильных весов. Если мы на входе нейрона знаем, какой должен быть ответ и какой он получится, то нам становится известна разница, то есть ошибка. Ошибку можно отправить обратно ко всем ходам нейрона и понять, какой из них и насколько на нее повлиял. Подкорректировав веса, на соответствующем ходе можно уменьшить ошибку. Это основная идея алгоритма обратного распространения ошибки – backpropagation. Данный процесс можно прогнать по всей сети, модифицируя веса для каждого нейрона. Для этого нужно взять производные активационных функций нейронов. Раньше приходилось вручную писать сложные производные для слоев с нетривиальной структурой. Теперь же все пакеты для работы с нейросетями дифференцируют их автоматически. Как выбрать алгоритм оптимизации нейронной сети? Если ваш ввод данных невелик, выберите метод адаптивной скорости обучения, например, ADAM. Таким образом, вам не нужно настраивать скорость обучения, потому что ваши данные по своей природе малы, а время обучения также мало. В этом случае вам следует больше беспокоиться о точности классификации сети. Для разряженных наборов данных следует использовать некоторый метод адаптивной скорости обучения, такой как ADAM. И другое преимущество состоит в том, что не требуется искусственная регулировка скорости обучения, и значение по умолчанию может использоваться для получения оптимального значения. Если вы хотите, чтобы модель глубокой сети обучения быстро сходилась или нейронная сеть была более сложной, вам следует использовать метод адаптивной скорости обучения, как и ADAM. Они обычно сходятся быстрее и имеют лучшие фактические результаты.
Новые технологии в здравоохранении меняют способы измерения, предоставления медицинской помощи и управления ею. Когда перед отраслью встают новые сложные задачи, эти решения помогают руководителям продуктивнее работать, эффективнее сотрудничать между структурами и контролировать расходы. По мере повышения требований к организациям, технологии могут упростить процессы, автоматизировать задачи и оптимизировать операции в таком масштабе, для которого одних человеческих усилий недостаточно. Так как в больницах и системах здравоохранения сейчас внедряются ценностно ориентированные модели возмещения медицинских расходов, технологии помогают медикам повысить качество лечения, улучшить взаимодействие с пациентами и избежать профессионального выгорания. Управление медицинскими изображениями. Как искусственный интеллект в здравоохранении помогает обрабатывать медицинские изображения? Процесс изучения и сортировки медицинских снимков отнимает очень много сил и времени. Технологии искусственного интеллекта оптимизируют его, помогая кардиологам и рентгенологам не только пользоваться всеми преимуществами современной системы учета медицинской документации, но и видеть значимые факторы, позволяющие выявлять критические случаи на ранних стадиях, точнее ставить диагнозы и в перспективе предотвращать ошибки. Как правило, в результате клинического исследования создаются огромные массивы данных, содержащие тысячи изображений, которые необходимо проверить. С помощью алгоритмов искусственного интеллекта можно анализировать результаты медицинских исследований на предмет наличия закономерностей и скрытых взаимосвязей, чтобы диагносты могли быстрее увидеть критически важную информацию. Структура сверточной нейронной сети. Сверточные нейронные сети состоят из разных видов слоев: сверточные слои, субдискретизирующие слои и слои обычной нейронной сети, персептрона, в соответствии с рисунком. Первые два типа слоев, чередуясь между собой, формируют входной вектор признаков для многослойного персептрона. Свое название сверточная сеть получила по названию операции свертка, суть которой будет описана дальше. Сверточные сети являются удачной серединой между биологически правдоподобными сетями и обычным многослойным персептроном. На сегодняшний день лучшие результаты в распознавании изображений получают с их помощью. В среднем точность распознавания таких сетей превосходит обычные искусственные нейросети на 10-15%. Сверточные нейронные сети – это ключевая технология Deep Learning. Основной причиной успеха сверточных нейронных сетей стала концепция общих весов. Несмотря на большой размер, эти сети имеют небольшое количество настраиваемых параметров по сравнению с их предком неокогитроном. Имеются варианты сверточных нейросетей, похожие на неокогитроны. В таких сетях происходит частичный отказ от связанных весов, но алгоритм обучения остается тем же и основывается на обратном распространении ошибки. Сверточные нейронные сети могут быстро работать на последовательной машине и быстро обучаться за счет чистого распараллеливания процесса свертки по каждой карте, а также обратной свертки при распространении ошибки по сети. На рисунке продемонстрирована визуализация свертки и подвыборки. По словам Андрея Карпатова, специалиста по нейросетям, концепция внимания – это самое интересное из недавних архитектурных решений в мире нейросетей. Однако не только на внимание акцентируются исследования в области рекуррентных нейросетей. Если постараться кратко сформулировать основной тренд, то им сейчас стало сочетание различных архитектур и применение наработок из других областей для улучшения рекуррентных нейросетей. Из примеров можно назвать уже упомянутые нейросети от Google, в которых используют методы, взятые из работ по обучению с подкреплением, нейронные машины Тьюринга, алгоритмы оптимизации вроде Batch Normalization и многое другое. В целом отметим, что хотя рекуррентные нейросети не привлекли столь же широкого внимания, как любимцы публики сверточные нейросети, это объясняется лишь тем, что объекты и задачи, с которыми работают рекуррентные нейросети, не так бросаются в глаза, как DeepTrim и Prisma.
Sequence to sequence превращает одну последовательность в другую последовательность. Это преобразование последовательности. Делается это с помощью рекуррентной нейронной сети, или чаще LSTM или GRU, чтобы избежать проблемы исчезающего градиента. Контекст для каждого элемента является результатом предыдущего шага. Основными компонентами являются один кодер и одна сеть декодеров. Кодер превращает каждый элемент в соответствующий скрытый вектор, содержащий элемент и его контекст. Декодер меняет процесс, превращая вектор в элемент вывода, используя предыдущий вывод в качестве входного контекста. Для чего нужна стратегия машинного обучения? Давайте поговорим о стратегиях машинного обучения. Начнем с мотивирующего примера. Давайте представим, что вы работаете над классификатором кошек. Спустя время вам удалось довести точность системы до 90%, однако все еще этого недостаточно. Вероятно, вы придумаете массу способов оптимизировать систему еще больше. Например, решите собрать еще больше обучающих данных, или подумайте, возможно, данные недостаточно разнообразны, а значит, нужно больше изображений котов в различных положениях. Быть может, необходимо расширить набор отрицательных примеров или расширить алгоритм градиентным спуском. Вероятно, вы решите попробовать другой алгоритм оптимизации, например, алгоритм Адам. Также можно изменить размер сети, либо воспользоваться методом исключения или L2 регуляризации. Кроме того, можно изменить архитектуру сети, например, сменить функции активации, количество скрытых единиц и так далее. При оптимизации систем глубокого обучения возникают самые разные идеи. Трудность в том, что выбор неподходящей идеи может привести к 6 месяцам пути в направлении, которое окажется неверным. Были ситуации, в которых команды собирали данные в течение полугода, а затем понимали, что эффективность системы практически не изменилась. Итак, что же делать, если вы не хотите терять 6 месяцев? Было бы здорово, если бы вы умели быстро и эффективно определять, какие именно идеи достойны внимания и приведут к положительному результату. Надеюсь, что у нас получилось обучить вас ряду стратегий, направленных на анализ задач машинного обучения и выбор наиболее эффективных решений. Кроме того, в эпоху глубокого обучения стремительно меняются целые стратегии машинного обучения, поскольку алгоритмы глубокого обучения раскрывают перед нами целый ряд новых возможностей. Заключение. Глубокое обучение – это набор алгоритмов машинного обучения, которые моделируют абстракции высокого уровня в данных с использованием архитектур, состоящих из нескольких нелинейных преобразований. Технология глубокого обучения основана на искусственных нейронных сетях. Эти искусственные нейронные сети получают алгоритмы обучения и постоянно растущие объемы данных для повышения эффективности процессов обучения. Чем больше объем данных, тем эффективнее этот процесс. Процесс обучения называется глубоким, потому что со временем нейронная сеть покрывает все большее количество уровней. Чем глубже эта сеть проникает, тем выше ее производительность. Машинное обучение – это большой инструмент, состоящий из множества других инструментов, от библиотек кода и фреймворков до различных архитектур развертывания. Обычно есть несколько разных способов сделать одну и ту же работу. Лучшее решение – постоянно меняться. Сверточные нейронные сети обеспечивают частичную устойчивость к изменениям масштаба, смещениям, поворотам, смене ракурса и прочим искажениям. Ядро представляет из себя фильтр, который скользит по всему изображению и находит признаки лица в любом его месте, инвариантность к смещениям. Подвыборочный слой дает увеличение скорости вычислений минимум в 2 раза за счет уменьшения размерности карт предыдущего слоя. Фильтрация уже ненужных деталей. Поиск признаков более высокого уровня для следующего сверточного слоя. Последние слои – это слои обычного многослойного персептрона. 2 полносвязанных и 1 выходной.
Этот слой отвечает за классификацию с математической точки зрения, моделирует сложную нелинейную функцию, при оптимизации которой улучшается качество распознавания. Число нейронов в последнем слое определяется по числу карт признаков подвыборочного слоя. На этом наше занятие подошло к концу. Всего доброго, спасибо за внимание.